Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Камшик-Шара. Сейчас по традиции расскажем коротко о самых главных событиях сегодняшнего дня. Бадра Гунба, Владимир Делба, Лаша Ашуба поздравили работников СМИ Абхазии с профессиональным праздником. Гражданами Республики Абхазия могут стать этнические абхазы, где бы они ни родились, в том числе и репатрианты. На процедуре приобретения паспорта наш материал. В течение года планируется установить 60 тысяч приборов учета электроэнергии. Также в тестовом режиме запущено мобильное приложение. В стартовавшей Абхазской лиге КВН представлены 8 команд из разных районов страны. В первой игре победителями стали Буэнос-Айрес и 300 безпаспортанцев. Генеральный прокурор Адгур Агырба отозвал из Верховного суда представление о даче заключения о наличии оснований для привлечения к ответственности депутата парламента Кана Кварча в рамках расследования инцидента, произошедшего 5 ноября в офисе газеты «Абхазский вестник». В заявлении Генпрокуратуры отмечается, что материалы дела будут дополнены и вновь направлены в Верховный суд. 13 февраля 2026 года генеральным прокурором Республики Абхазия, государственным советником юстиции 2 класса Агырбом Адгуром Нукзаровичем в Верховный суд Республики Абхазия было направлено на представление в соответствии с положением части 5 статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса, в котором он просит дать заключение о наличии оснований для привлечения к уголовной ответственности депутата парламента Республики Абхазия Кварча Кана Валерьевича о наличии преступление, предусмотренное статьей 113 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Однако в настоящее время Верховным судом вышеуказанное представление не рассмотрено, что, по нашему мнению, влечет нарушение положения части 2 вышеуказанной статьи, в которой указано о том, что представление генерального прокурора должно быть рассмотрено не позднее 10 суток со дня поступления его в суд. В связи с изложенным генеральным прокурором Республики Абхазия принято решение о отзыве контрольных материалов из Верховного суда, которые будут дополнены для усиления позиции Генеральной прокуратуры и вновь направлены в Верховный суд. Коллегия Верховного суда рассмотрела заявление Генпрокурора об отзыве представления в отношении депутата Народного собрания Кана Кварча. Решение было принято на закрытом заседании, сообщается на сайте суда. При этом уточняется, что заявление Генпрокурора не содержало мотивов отзыва представления, так как сроки его рассмотрения были отложены из-за того, что сторона защиты просила об отводе 2 судей. Одно из этих заявлений об отводе судьи Екатерины Адлиеба было удовлетворено. В соответствии с законом в таких случаях рассмотрение дела откладывается. Его перенесли на 27 февраля. Таким образом, суд не нарушил сроков рассмотрения. Отложение не может быть препятствием для дальнейшего рассмотрения дела по существу, уточняется в публикации. Партия Айтайра считает необходимым создать при президенте консультативный совет с участием руководителей политических партий с целью ведения постоянного диалога власти и общества в самых различных формах. Об этом говорится в заявлении, принятом на заседании Политсовета партии. Айтайра призывает общество к консолидации сил для нормализации общественно-политической ситуации в стране. Обсуждение таких проблем, которые сегодня будируют в обществе, как вот выдача паспортов, да, там водительские права, ситуация, связанная с политтехнологами российскими и так далее. Будущие моменты, которые сегодня не выплывают, но могут потенциально быть, например, та же организация сплошного железнодорожного движения, все это важно обсуждать. Вот именно в такой форме, на наш взгляд, у президента на уровне консультаций со всеми партиями нашей страны для выработки принципиальных позиций, которые станут таким успокоителем, если хотите, в нашем обществе. Подтвердили мысль о том, что должен быть постоянный диалог власти с народом, и любые формы этого диалога приветствуются. И в частности, акцент был сделан на форум гражданский, который предложила Общественная палата, который пройдет 12 марта. И у нас были избраны делегаты, участники, вернее, этого
мероприятие в количестве 5 человек. И мы призываем все политические партии, движения, руководство страны, граждан страны руководствоваться исключительно правовыми нормами для достижения целей развития Абхазии и недопущения ни в коем случае каких-либо высказываний, недомолвок, которые могут вызвать определенные напряжения, даже пусть небольшое, в наших отношениях с нашим стратегическим соседом Российской Федерации. Единственным нашим партнером, гарантом нашей безопасности здесь надо было очень в этой чувствительной теме, да, учитывая интересы Абхазии, но ни в коем случае не нанося даже моральный ущерб нашим друзьям, нашим сторонникам. 27 февраля 1919 года вышел первый номер газеты на абхазском языке «Апсны». В этот день была заложена основа для развития национальной журналистики. С профессиональным праздником работников СМИ Абхазии поздравил президент Бадра Гунба. Глава государства отметил, что средства массовой информации Абхазии имеют большое значение в жизни государства и общества. Благодаря объективности и ответственности, которую проявляют журналисты в работе, общество получает правдивую информацию, которая позволяет разобраться в процессах, происходящих в стране. Кроме того, СМИ доводят до мировой общественности информацию об истории Абхазии и позицию страны по важным вопросам, подчеркнул президент. Бадра Гунба пожелал журналистскому сообществу здоровья, стабильности, успехов в работе, а также благодарных зрителей, читателей и слушателей. Президент Бадра Гунба подписал указы о присвоении почетных званий ряду журналистов. Почетное звание «Заслуженный журналист Республики Абхазия» присвоено первому директору Гагра ТВ Рустану Конджария, генеральному директору РГУ Апсны Медиа Роберту Джопуа, журналисту Илане Казанба, директору абхазского радио Алясу Корсая, журналисту Белли Барцец, журналисту Валерию Орчугба, журналисту Саиде Жиба. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» присвоено директору АРТФ «Апсна Пресс» Владимиру Попову, сотруднику газеты «Апсна» Мидее Лакова. Работников СМИ с профессиональным праздником поздравил премьер-министр Владимир Делба. Работники СМИ Абхазии всегда пользовались уважением, были рядом со своим народом и понимали его чаяния. На протяжении всей нашей истории они вносили значительный вклад в развитие нашего государства, говорится в поздравлении. Владимир Делба особо отметил заслуги абхазских журналистов во время войны. Глава правительства поблагодарил работников СМИ за труд и пожелал успехов в работе. Депутаты Народного собрания высоко ценят работу, которую вы проводите сегодня, и мы всегда открыты для конструктивного диалога, говорится в поздравлении спикера парламента Лаши Ашуба в адрес работников СМИ Абхазии. Лаша Ашуба подчеркнул, что особая миссия лежит на СМИ в деле сохранения и популяризации абхазского языка. Вы находитесь на острие информационной жизни страны. Поднимайте вопросы, волнующие граждан, и освещайте события, происходящие в республике и за ее пределами, подчеркнул спикер парламента. В Минобороны подвели итоги подготовки вооруженных сил за февраль. Мероприятие проводилось под руководством министра Владимира Ануа с участием его заместителей, начальников управления, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций, учреждений оборонного ведомства. Начальник генерального штаба Владимир Савченко доложил о результатах совместной штабной тренировки по управлению вооруженными силами, прошедшей в середине февраля. В ходе подведения итогов были рассмотрены результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовок. С учетом стоящих перед вооруженными силами задач, министр обороны Владимир Ануа определил основные мероприятия в работе органов военного управления по подготовке войск, поддержанию их в готовности к выполнению задач по предназначению. Обратить внимание заместителя министра обороны, начальникам родов войск и служб на поддержание основного порядка в воинских частях. Самовольные отлучки, нарушения воинской дисциплины в воинских частях не прекращается.
заместителю министра обороны, статс-секретаря, генерал-майору Бжане сосредоточить свою работу в воинских частях по устранению причин нарушения воинской дисциплины. Начальник управления кадров также организовать работу в воинских частях. У нас не комплект командиров взводов и рот, и нужно принять все меры покомплектованные офицерскими воинскими частями. Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Республики организовать и ужесточить выездные проверки воинских частей, в том числе и в ночное время. Кроме того, не соблюдать внимание и принять меры по оперативному оборудованию территории страны, в частности по содержанию оборонительного рубежа. Только за 23-24 февраля пересечено средствами ПВО и РЭП 4 нарушения воздушного пространства республики. Сбито, подавлено 4 БПЛА. Эту задачу продолжит выполнять по взаимодействию с 7-й военной базой Российской Федерации. Вечером 26 февраля на границе между Афганистаном и Пакистаном начались бои. Пакистан ночью нанес авиаудары по нескольким афганским городам, включая столицу. Это произошло после того, как Афганистан начал военную операцию на границе, захватив 2 военные базы и больше десятка пограничных постов. Обе стороны понесли потери. В Кабуле заявили, что начали операцию в ответ на авиаудары Пакистана, нанесенные в воскресенье по приграничным районам Афганистана. Операция оправдывалась заявлением, что целью были террористические группировки. Афганистан отверг это заявление, утверждая, что в ударе погибли мирные жители. Министр обороны Пакистана заявил, что страна начала открытую войну с талибами. Ситуация на афгано-пакистанской границе ухудшалась годами с 1983 года, когда колониальная Британская империя установила границу, фактически разделяющую сейчас Афганистан и Пакистан. Россия высказала обеспокоенность эскалацией между двумя странами. Военный эксперт, историк, полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что столкновения могут сейчас прекратиться при посредничестве России и США. Граница между Афганистаном и Пакистаном достаточно напряженная. И связано это, во-первых, с тем, что в свое время, когда британцы уходили из этого района, граница была проведена не исходя из проживания каких-то народов или племен, а чисто механически. То есть взяли карту, линейку или какой-то там, собственно говоря, предмет и провели линию, которую назвали разделительной. Кроме того, ряд племен, которые живут в Афганистане, они периодически мигрируют в Пакистан и потом затем снова возвращаются. Это такая этническая проблема, ну, проблема родоплеменных или племенных отношений. Это один из моментов. Второй момент, он состоит в том, что в свое время, еще год назад, Пакистан обвинил афганцев в том, что афганцы создали террористическую организацию на территории Пакистана, которая якобы осуществила ряд взрывов. И за этим стоит организация «Талибан». И в ответ Пакистан нанес тогда авиаудары по некоторым городам Афганистана. Это привело к военному конфликту. Этот военный конфликт затем был погашен при посредничестве Соединенных Штатов Америки. Я все-таки думаю, что сейчас и Соединенные Штаты Америки, и Россия постараются повлиять на обе стороны. И я думаю, что все-таки такой процесс должен быть начат вот в ближайшее время. И я полагаю, что все-таки удастся прекратить вот эти вот боевые действия, и ситуация закончится очередным перемирием. Почему я говорю очередным? Потому что причины конфликта не устранены, причины конфликта сохраняются, и они могут быть урегулированы только путем двусторонних переговоров, причем в рамках Объединенных Наций, либо при посредничестве двух наиболее крупных мощных держав, таких как Соединенные Штаты и Российская Федерация.
3090 человек, из них 718 детей состоят на государственном учете в категории «инвалиды с детства». Все они нуждаются в качественной помощи и поддержке, а также в создании доступной среды для жизни, заявил премьер-министр Владимир Дылба на благотворительном концерте, организованном фондом Акзаара в Новом Афоне. Участники концерта – подопечные фонда, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также творческие коллективы Нового Афона и школьники из других городов Абхазии. Премьер-министр поблагодарил организаторов за концерт и отметил, что государство будет поддерживать инициативы благотворительных организаций. Сегодня на учете, государственном учете в нашей стране числятся 3090 человек по категории инвалиды с детства. Из них 718 человек – это люди до 16 лет. Всем им необходима качественная помощь, поддержка, создать необходимую доступную среду для их жизни. И в этой связи президент Республики Абхазия поручил Кабинету министров прежде всего провести анализ и дать предложения по новым формам и методам реабилитации, оказать дополнительную социальную поддержку, обеспечить организацию адаптации и спорта, и туризма, и максимально создать безбарьерную среду. Все, что сегодня мы здесь увидели, это от меня лично, от моих коллег, большая признательность организаторам, ну и безусловно, всем участникам этого благотворительного концерта. Только что получил известие о принятии главой государства решения о его участии в благотворительной акции в честь сегодняшнего концерта. Глава государства принял решение оказать поддержку фонду в размере 500 000 рублей. Обсуждение механизмов поддержки гражданских инициатив и внедрения в Абхазии успешных российских практик в сфере социального предпринимательства стало темой встречи вице-премьера Вараздата Минасяна с членом Общественной палаты Омской области, председателя Центра инноваций социальной сферы города Омска Ириной Сербиной. Она пригласила представителей Абхазии на 15-й международный форум социальных предпринимателей и инвесторов «Инносиб-2026», который пройдет в Омске в октябре текущего года. Форум станет площадкой для презентации абхазских проектов, поиска партнеров и инвесторов, а также для обмена опытом с ведущими экспертами из России и зарубежья. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Геннадия Цулая кандидатом в депутаты парламента по округу номер 30, сообщает ЦИК. Повторные выборы в округе номер 30 Кутолский и округе номер 34 Ткварчалский 2 назначены на 18 апреля. Согласно Конституции, гражданами Республики Абхазия могут стать этнические абхазы, где бы они ни родились, в том числе и репатрианты, наши соотечественники, вынужденно покинувшие родину, и их потомки. Кроме того, гражданство могут получить граждане Российской Федерации, представители народа Абаза, также этнические абхазы. Сложности при получении абхазского паспорта возникают только в случае неподтверждения национальной идентичности. Тему продолжит Кугуца Вардания. Репатриантами, соотечественниками признаются этнические абхазы, абаза, прямые потомки беженцев, покинувших историческую территорию проживания абхазов, абаза в результате событий XIX века, получившие в порядке, предусмотренном настоящим законом, право на возвращение в Республику Абхазия. В ноябре 2005 года в закон о гражданстве Республики Абхазия были внесены изменения, согласно которым у абазин из Северного Кавказа появились права на получение паспорта Республики Абхазия. За этот период, по данным репатриации, выдано более 4000 документов. Они имеют право и без нас тоже напрямую обратиться. Закон им позволяет. Мы просто им помогаем формировать документы, направляем, инструктируем. А я подозреваю, что это намного больше 4000
человек. Нужно определить, кто является репатриантом и соотечественником. Другие, которые приезжают, имеют по рождению право на получение абхазского паспорта. Это абазины, наши братья. Они получают паспорта, и не все здесь остаются жить и уезжают. Вот у этой категории лиц какие-то проблемы возникли в паспортном столе. То есть в МВД некоторое количество абазин около 2 лет уже, значит, не ведется дальнейшее рассмотрение этих документов. Как нам объяснили, значит, с паспортного стола, в связи с тем, что это в основном люди, значит, проживающие в Кабардино-Балкарии и поменявшие свою национальность из кабардинцев на абаза или абхаза. Это почему такое произошло? На самом деле это этнические абхазы и абазины, но в какой-то период, возможно, это в 30-е годы, а может и раньше, их национальность была поменята на кабардинцев. Или добровольно произошло, или насильственно. Это историки знают, я не в курсе этого. И сегодня прием заявлений от абазин граждан Российской Федерации на получение абхазских паспортов продолжается. Согласно данным Министерства внутренних дел, в период с 2024 по 2026 годы репатриантам было выдано 485 паспортов, а абазинам 756. То есть здесь утверждать, что процедура выдачи паспортов нашим братьям-абазинам приостановлена, никому не выдается, тоже не соответствует действительности. Мы все принимаем документы. Если человек приехал, подал документы, мы это все документы проверяем. Если у нас нет сомнения в подлинности предоставленных документов, они принимаются, обрабатываются в течение, в установленном порядке, в законном порядке, наши внутренние инструкции, они принимаются, обрабатываются, паспорт выдается где-то примерно в 15-дневный срок. Есть случаи, когда необходимо проведение дополнительной проверки, тогда срок может дотягиваться до 2 месяцев. С 2024 года по настоящее время в получении паспортов отказано 43 заявителям, гражданам Российской Федерации, абазинам. Основная причина – неподтвержденность национальной принадлежности. По судебным решениям, когда они меняют свою национальную принадлежность, зачастую суды делают это со слов каких-то там свидетелей, там 2-3, которые в суде подтверждают то, что данный гражданин там, ошибочно якобы был записан в свидетельстве о рождении национальности его там, отца, другой национальности, и решением суда они меняют. После чего органы ЗАГС, они обязаны как бы документировать человека, выдать свидетельство о рождении с новыми отметками. После того, как мы получаем такой документ, также запрашиваем компетентные органы Российской Федерации, где иногда нам ответы приходят, что данный человек, да, действительно поменял по суду, но все его там родственники, родители и так далее принадлежат к другой национальности. И вот с этим у нас проблема. Мы это так принять и документировать его не можем. Ряд документов отложены, пока по ним решение не принято. Были некоторые документы, которые по внешним каким-то признакам они нам нас не совсем устраивали по ряду причин. Мы как бы говорили этим гражданам, чтобы они обменяли и принесли там. То есть в любом органе, да, если это свидетельство о рождении, орган ЗАГС как бы обязан выдать повторное свидетельство и так далее. Но они не все возвращались. В месяц от абазин из Северного Кавказа поступает около 15 заявлений на получение паспорта гражданина Республики Абхазия. Документы не вызывают, если у нас сомнения, тогда мы принимаем все, документы обрабатываем. Когда мы принимаем документы на получение паспорта гражданина Республики Абхазия, мы руководствуемся законом о гражданстве Республики Абхазия и нашими внутренними инструкциями, положение о паспорте гражданина Республики Абхазия.
Вот. Есть там определенные установленные сроки законные, в которые мы пытаемся укладываться. Когда не всегда оно получается, есть там при необходимости проведения дополнительных проверок, сроки немножко сдвигаются, но тем не менее закон нарушить мы не имеем права. Выдача паспортов репатриантам, соотечественникам, гражданам Российской Федерации, абазинам продолжается в соответствии с законодательством Республики Абхазия. Гугут Савардания, Алексей Кухова, Абхазское телевидение. Черноморэнерго продолжает работы по установке приборов учета. В общем, по всей республике в течение текущего года планируется установить 60 тысяч приборов. Также в тестовом режиме запущено мобильное приложение. Теперь оплачивать сумму за потребленную электроэнергию можно дистанционно. Все подробности в материале Айлиты Арутюнян. Приложение под названием «Черноморэнерго» запущено в тестовом режиме. Оно уже работает в Сухуме, Сухумском и Гудаутском районах. В ближайшее время запустится по всей республике. Тимур Джинджоли, гендиректор Черноморэнерго, отметил, что главное в этом приложении то, что у абонентов есть возможность оплачивать электроэнергию дистанционно. Абонентам предоставляется возможность оплачивать за потребленную электроэнергию дистанционно с телефона, с любого вида платежной системы. Это как ИМЕР и все виды платежности, которые существуют сегодня. Приложение улучшает и делает оплату более комфортной. Зарегистрировавшись, пользователь сможет отследить свое потребление. Отражена история платежей. Также всегда видна текущая задолженность, которая образовалась в ходе потребления электроэнергии. За эти неполные 2 недели свыше 4,5 тысяч абонентов уже зарегистрировалось. Свыше 1 000 000 рублей уже оплатили, поступило к нам на расчетный счет по этой системе. Будет в ближайшее время соответствующая реклама, где будет поясняться, как проводить саму регистрацию, как пользоваться нашим приложением. Хотя, в принципе, там достаточно все логично и понятно для пользователя, сегодняшнего пользователя любыми смартфонами. Очень рассчитываем на то, что это приложение даст больше прозрачности во взаимоотношениях с нашими абонентами и в первую очередь создаст удобство для абонентов нашей республики. Приложение доступно для Android и продукции Apple. После скачивания нужно ввести личные данные и номер лицевого счета, потом приложение активируется. Приложение «Черноморэнерго» – это продолжение биллинговой программы, на которую ушло 2,5 года упорной работы. Были привлечены местные программисты. Приезжали специалисты из Российской Федерации, изучали ее, оценивали, дали очень положительную оценку о ее возможностях и качестве. А потом мы логически перешли к созданию самого приложения. Очень большую помощь оказал нам Инар Сацба, депутат нашего парламента. Есть соответствующие компетенции были, опыт был, все. И существенно ускорил создание самого этого приложения тоже. За что ему спасибо. Помимо этого, Черноморэнерго продолжает активную работу по установке приборов учета. На данный момент счетчики устанавливают в новом районе столицы. На сегодняшний день, у нас суммарно на 12 домах, 9-этажках разной подъездности работы завершены. Сегодня приехали специалисты, которые будут проводить пусконаладочные работы. Планируется у нас 23 тысячи приборов учета, это которые будут установлены в многоквартирных домах по всей Абхазии. И остальная часть это будет по индивидуальным жилым ИЖСу, так называемым. Это по частному сектору. Для нас будут устанавливаться. По показателям мировой практики приборы учета обычно ставят сами абоненты, но в нашей стране эти расходы покрывает государство. Также нужно отметить, будет приведена в порядок внутридомовая электросистема, что повысит надежность и качество электроснабжения в домах. В МКД вы знаете состояние внутридомового электрохозяйства. Оно зачастую ветхое, сделано в нарушении всех правил. И президентом страны Бадра Зурабовичем было принято решение о том, что установка этих приборов учета будет сопровождаться полной реконструкцией внутридомового электрохозяйства.
Это начиная с главного вводного щита, стояков, поэтажных щитов. Все будет меняться, все будет делаться залом. Во многих домах кабель, питающий лифты, тоже находится в очень неисправном состоянии, так по большому счету, ненадежный, постоянно выходящий из строя. Значит, кабель, сам кабель непосредственно для замены предоставляет Черноморэнерго. Все работы, связанные с монтажом и с подключением этого кабеля, это на себя взяла администрация города Сухум. Значит, к работе и к решению этой задачи подошли комплексно. Значит, полное понимание со стороны всех органов власти, и Дома управления, и администрации города. Сам процесс этой работы все время находится под контролем у премьер-министра. Практически ежедневно мы предоставляем информацию о ходе работ, о проблемах и о достижениях тоже говорим. Установка приборов учета идет смешанно. Большую часть стоимости оплачивает государство и часть Черноморэнерго. По словам Тимура Джинджоля, после установки приборов учета в среднем на 30% падают нагрузки потребления в каждом доме. 30% это для нас самое главное. Это то количество электроэнергии, которое создает у нас сегодня дефицит, и который нам приходится замещать или соцпакетом, или коммерческим перетоком. Да, понимаете, да, вот дефицит, который у нас складывается. Это первое. И второе, конечно, это приводит к платежной дисциплине. Это дает возможность адресного обеспечения должника. Вот. И работу с ним потом. Работа разделена на два этапа. Первый – установка счетчиков в многоквартирных домах. Второй – установка в частных домах. В общем, по всей республике планируется установить 60 тысяч приборов. Аэлита Арутюнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Квалификационная коллегия судей Абхазии объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должности судьи Чимчирского районного суда. Прием заявлений осуществляется со 2 по 6 марта включительно. Буэнос-Айрес из Ачимчиры и 300 безпаспортанцев из Гала стали победителями первой игры Абхазской лиги КВН «Наставничество». Согласно правилам, они могли выбрать себе наставников, которые будут помогать им писать сценарии и ставить номера. В лиге представлены 8 команд из разных районов страны. Сезон включает 5 этапов: стартовую игру, 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. На первом шоу была Ирена Богатыря. Итак, мы начинаем КВН. Новая Абхазская лига КВН-наставничества собрала 2 поколения КВНщиков, молодых ребят, смело ворвавшихся в новую эпоху КВН, и опытных артистов из популярной команды «Нарты» из Абхазии. 4 из них – Руслан Шакая, Алхас Манаргия, Роланд Бганба и Михаил Гагуля – выступили в роли будущих наставников для новых команд. Прошедшие первый этап команды распределялись между ними, чтобы далее под их крылом продолжить свое участие в КВН. Я искренне хочу сказать слова благодарности людям, которые изо дня в день работают, будут работать для того, чтобы данный проект имел хорошее будущее. Это глыбы абхазского юмора. Не побоюсь этого слова. Молодые КВНщики представили разнообразие команд из различных уголков республики. Открыли выступление Черирама из города-героя Гудаута. За ними последовали ребята команды Тхуарчал-Сити. Из Гагры приехала команда «Жертвы юмора», а Гулрыбский район был представлен командой «Почти горожане». Абхазский государственный университет выставил сразу 2 команды – «Неустановленные лица» и команда под названием «А зачем?». Команда с интересным названием «300 безпаспортанцев» представила ГАЛ. Завершили выступление Буэнос-Айрес из Ачимчиры. Удачи в следующей игре, упорства, трудолюбия, целеустремленности, и у вас все получится. Тимур, еще раз спасибо. Спасибо за предоставленное удовольствие. Каждой команде было предоставлено до 15 минут для выступления, в течение которых они показали свои умения и выложились на полную. В этом им помогли Тимур Таня и Роланд Бганба, которые ранее уже провели мастер-классы по всей стране, обучая молодежь искусству выступления в КВН, актерскому мастерству, драматургии и сценарной речи. Перед выступлением каждая команда прошла генеральную репетицию, в ходе которой все номера были тщательно отредактированы.
Мы их собирали, мы их готовили, мы им помогали, мы их обучали. Поэтому я в этом плане, все равно, несмотря на то, что мы видели, знали об этом материале, редактировали его, создавали его вместе с ребятами. После выступления всех команд жюри в составе Тараса Хагба, Анри Гумба, Саида Хашпа, Михаила Цкуа и Тимура Квикевскири выставили свои оценки. По правилам, команда с наивысшим баллом получила право самостоятельно выбрать себе наставника, а команда с наименьшим количеством баллов выбывала из турнира. Лучшие команды 300 беспаспортанцев и Буэнос-Айрес выбрали свои наставники Роланда Бганба и Руслана Шакая соответственно. Итак, команда из города Герой Гудаута Чарирама 4,6 балла. Чарирама 4,6. Команда из города Герой Кварчал 4,4 балла. Что касается претендентов на выбывание, то ими стали сразу две команды из Гагры и Агу, которые набрали по 3,4 балла. Однако жюри приняло решение оставить их в составе лиги и предоставить возможность проявить себя в следующей игре. Конечно, сказать, у меня были эмоциональные качели, когда сказали то, что выбывает две команды, и одна из них это были мы. Вся команда уже поникла, но когда все-таки решение судей поменяли, и мы попали к Михаилу Гагулю, в принципе, как мы и хотели, как мы и планировали, команда очень сильно обрадовалась и появился стимул работать дальше. По итогам первой отборочной игры Алхас Монаргия стал наставником команд Кварчал Сити и неустановленные лица. Михаил Гагуля – команд Чарирама, а зачем? Руслан Шакая будет наставлять команды Буэнос-Айрес и Жертвы юмора. Роланд Бганба – 300 беспаспортанцев и команду Почти горожане. Хочу сказать спасибо за поддержку Госкомитет по делам молодежи и спорта Гальского района, главе администрации Гальского района, за поддержку, за финансовую поддержку и моральную поддержку тоже. Спасибо большое им. И надеюсь, мы тоже оправдали их ожидания и в дальнейшем тоже будем работать. Зрительский зал принял новые команды с энтузиазмом. Особенно им запомнился самый молодой и харизматичный участник всей лиги – 11-летний Нестор Чавчавадзе, который также знаменит в социальных сетях своим чтением стихотворений. Мы готовились где-то неделю, даже меньше недели. Когда я вышел на сцену, у меня было такое ощущение, будто никого нету. Я настолько не переживал, думал, что никого нету в голове и все. У меня был на это опыт, я уже снимал кадры, стихи, наверное, вы наслышаны. Сезон включает 5 этапов – стартовую игру, 1/8 финала, четвертьфинала, полуфинал и финал. Зрителей ждет интересная и захватывающая борьба юных КВНщиков и их наставников. Ирина Богателя, Данил Ханагуа, Абхазское телевидение. Бесплатный автобус для студентов из Кварчала запустят до Сухума. Транспорт будет курсировать со 2 марта, сообщает пресс-служба администрации района. Он будет выезжать из Кварчала с площадки у шахтоуправления по понедельникам в 8 часов утра. Выезд из Сухума запланирован по пятницам в 16 часов. Маршрут запускают по поручению исполняющего обязанности главы района Германа Кочарава. А сейчас расскажем о погоде. В выходные дни в Абхазии облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха ночью 1,6, днем 4-9 градусов тепла. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом подошел к концу информационный выпуск Амшихшара. А я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до новых встреч.